Давайте я немножко расскажу про Шар-Хану и почему мы ее проводим, и вообще какие у нас планы. Шар-Хану сейчас проводит Urban Hub. Что такое Urban Hub? Столько много новых слов. Да, Urban Hub — это просто горожане, активисты, эксперты, которые объединились. Мы не формально какая-то организация, просто соратники, которые болеют за наш город. И мы решили, что нам нужна диалоговая площадка, где мы хотим обсудить, а что дальше, да, будет с нашим городом, как ему развиваться и какие направления нужно помочь, возможно, муниципалитету решить. Да. И вот на прошлой Шар-Хане мы обсуждали тему транспорта в городе. Очень много было вопросов у горожан, потому что транспортный коллапс продолжается, мэрия продолжает говорить, что все изменится, но как-то очень медленно. Да? И вот Шар-Хана — это диалоговая площадка. Мы будем стараться выявить какие-то проблемы, постараемся найти на них ответы, но Шар-Хана — это там не... Мы просто хотим какие-то темы начинать обсуждать. Если мы не будем этого обсуждать, то это как-то проходит мимо нас. И вот следующая тема, которую мы сегодня хотим обсудить, это озеленение в городе. Да? Начинается осенняя посадка, начинается пора, когда люди вроде бы забывают тему озеленения в городе, потому что это становится как бы неактуальным. Но с приходом весны начинается вот эта пора, когда все дружно начинают сажать деревья, а летом мы видим, как не доходит вода и так далее. И в чем проблема? Может быть, проблема в том, что у нашего города нет определенного плана, что они хотят делать, как. И вот сегодня мы нашу программу разделили, если есть программа, можно, да, ее показать. Для чего я хочу программу показать? Ну, я ее тогда озвучу, да? Что мы начинаем 18:20 и мы закончим 8:20. Первая тема, первая презентация будет от Эмилия Насреддинова с презентацией «Как Бишкек». Затем выступит Бишкек главархитектура в лице Максата Джороева и Дмитрий Витошкин. И затем мы будем обсуждать. В прошлый раз было очень много горожан, было вопросов тоже много. И мы сегодня решили, что если у вас есть вопросы, у нас здесь есть Кундуз и Нурджар, поднимите руки, да, и они к вам подойдут, дадут бумажку, и вы можете эти вопросы уже отправлять, потому что презентаторов 3, темы интересные, презентации интересные, и мы хотим в конце сделать обсуждение вместе со всеми. Сегодня к нам присоединились Зеленпост, я вижу бишкекские парки, городские парки, да, так что они тоже смогут ответить на многие наши вопросы. Вот. Давайте уже начнем, чтобы время не тянуть. И я приглашаю Эмилия Насреддинова, Алца. Можете лучше себя представить. Спасибо большое, Ганыш. Да, меня зовут Эмиль Насреддинов, я преподаю на факультете антропологии, урбанизма и международного развития в Американском университете Центральной Азии и также являюсь сейчас руководителем нашего нового центра, который мы основали в январе этого года, который называется «Лаборатория социальных инноваций Кыргызстана», или СИЛК на английском. Вот. А сегодня я хотел представить работу, которую мы проводим сейчас совместно с Бишкек главой архитектурой. Вот уже начиная с начала этого года мы тесно сотрудничаем с Маратом Джороевым, и он тоже сегодня будет говорить о этой теме, и также с общественной инициативой «Арча». Значит, недавно мы провели опрос в рамках этого исследования, где мы опрашивали жителей о их оценке экологической ситуации в городе, да, и, конечно же, нам это не нужно подтверждать, да, мы все об этом знаем, очень много цифр, но вот, да, даже восприятие жителей в зимнее время мы видим, что 70% считают экологическую ситуацию в городе либо, ну, так, 34% плохой, ужасной, и 36% плохой. Вот. И в контраст этому, да, то есть мы уже много лет на самом деле работаем, думаем над вопросами озеленения, над вопросами также голубых пространств города, рек, да?
И в начале примерно этого года, где-то в феврале, в марте, опять же на каких-то совместных обсуждениях вместе с Бишкек-Главархитектурой и другими нашими партнерами мы пришли к нашей новой концепции, которая называется «Кок Бишкек». Да? И почему Кок Бишкек? Это нам кажется очень важно, потому что мы часто говорим о зеленом Бишкеке, да? Но мы все-таки забываем, что Бишкек не может быть зеленым без воды. Да? И поэтому, вот это вот слово «кок» киргизское, оно очень, кстати, подходит, потому что оно означает и голубое, и синее, да, и зеленое, и когда мы говорим «Кок Бишкек», можно говорить «Кок Осман», да, голубое небо, «Кок Су», голубая синяя вода, и «Кок Терек» или «Кок Тала», да, то есть о зелени в городе. И вот это вот видение, к которому мы изначально стремились, и это такая концепция, как бы немножко утопическая, которая является главным драйвером нашего проекта, главной мотивацией, да, целью какой-то вот идеологической, которая нас ведет в этом проекте. И немножко, как бы, если исторический обзор сделать, почему реки важны, да, если взять вообще в целом, как располагались наши поселения на территории Чуйской долины, то можно видеть, что они все почти находились на пересечении, получается, рек, да, текущих из Тиньшанских гор в сторону реки Чу и, тракта древнего шелкового пути. И одно из этих поселений, это было древнее поселение Джуль, которое вот как раз таки располагалось между рекой Ламедин и Лаарча, и тоже на пересечении с шелковым путем. И, в 1825 году примерно на этой территории была основана Коканская крепость Бишкек. И мы видим, что она располагалась рядом с рекой Ламедин, и вокруг нее даже был водяной ров, да? То есть вода активно использовалась. И в 1865 году крепость была разрушена, и был основан первый русский город. И если мы посмотрим, который просуществовал до начала 20 века, если мы посмотрим на планировку первого этого русского города, то мы видим тоже, что вода была очень важной частью, да, вот этого планировки. И в то время было не 2 реки, да, а было целых 7 потоков, которые разделяли город на, соответственно, такие вот участки. И вот тоже важно заметить, что уже в то время река имела не только важное, как бы, физическое значение, да, как источник воды, но также и социальное значение. Да? Например, на берегу реки Ламедин уже в то время существовал базар, на котором собирались, да, жители с регионов, да, и обменивались товарами. А в советское время, инженеры главной задачей себе поставили осушение городской территории, да, и вот посредством создания системы каналов поперечных, да, как бы текущих с востока на запад, 4 таких канала было сделано: Южный БЧК, Восточный БЧК, Западный БЧК, который мы сейчас воспринимаем просто как БЧК, и еще Малый Чуйский канал был основан. И вот с помощью вот этих каналов территория была осушена, и реки превратились в такие инженерные сооружения. Если вот посмотреть почти на всем протяжении наших рек, Ламедин и Лаарча, и также на территории реки БЧК, мы видим, что все берега были усилены бетоном. Если посмотреть на вот этот разрез в левом углу, да, то можно увидеть, что в основном этот бетон берега были сделаны буквой «Л» для большей устойчивости. И через каждые 60-80 метров были, установлены такие каскадные стенки, мы, естественно, с ними хорошо знакомы, целью которых было, опять же, снижение скорости воды, да, и предотвращение размытия дна реки. И, соответственно, реки приобрели статус технических инженерных сооружений, и главной целью было пропуск воды через город во время наводнений, эффективное распределение воды во время полива, и в основном реки все были отданы под контроль Министерства чрезвычайных ситуаций. И вот что очень важно, прекрасно мы видели, да, в советское время был 150-метровый красный коридор вдоль рек, и должен был быть обеспечен по закону непрерывный доступ к реке с обеих сторон. И также советские инженеры почти на всем протяжении обоих рек и БЧК создали пешеходные пути асфальтовые. И вот после 90-х, после развала Советского Союза, мы видим, что наступил такой бардак в политике, в администрации тоже, да, был элемент коррупции. И что мы наблюдаем, что в 2000 году, в 2007 году произошло сокращение вот этой красной полосы,
от 150-метрового коридора до, получается, 6-метрового расстояния от берега в обе стороны. Но и даже во многих местах даже эта норма, она не соблюдалась, да, и многие территории берегов вдоль рек, они были захвачены либо частной застройкой, либо какими-то складами и коммерческими предприятиями. И также мы видим большой еще уровень загрязнения рек самими жителями. Зачастую реки становились свалкой для строительного мусора. Например, если посмотреть на реку Ламедин, ниже улицы Горького, да, то там русло даже изменилось почти полностью, потому что берега были засыпаны этим строительным мусором. Вот. И, значит, мы провели исследование недавно, да, тоже, в котором мы опросили жителей, какие реки, какие каналы они знают и какие они посещают, то вот мы видим, что самым таким активно посещаемой рекой является река Аларча. 37% наших опрошенных жителей посещают ее, и 72% знают о ней. На втором месте у нас идет Дочека, где-то четверть опрашиваемых посещают, и 73% знают о нем. 20%, 1/5 посещают реку Ламедин. Ну и Восточный Дочека и Южный Дочека, они немножко менее популярны и менее посещаемы. Вот. И, значит, как часто вы посещаете реки, каналы? Да, здесь вот можно сделать различие между уровнем знания и посещения среди населения в целом, то, что мы делали опрос населения в городе, и непосредственно жители, которые живут рядом с рекой. Да? То есть, если в целом брать жителей Бишкека в целом, то многие не посещают, где-то 1/3. 1/3 посещает, может быть, один или больше раз в год. Ну и 1/3 посещает либо там, один раз в день 7%, пару раз в неделю, да, 11%, или один или больше раз в месяц. Но вот если посмотреть на жителей, которые рядом с рекой живут, то их уровень посещения намного выше. Да, то есть почти, забыл поставить цифры, около 30 с лишним процентов посещают, по крайней мере, один раз в день. И вот по оценке состояния рек и каналов, да, в основном жители говорят, что состояние ужасное или плохое. Да, то есть у нас получается почти 60% определяют состояние таковым. И 33% считают его нормальным, и только 9% считают его хорошим. Да, и вот самая главная проблема, которую жители обозначают, это мусор, да, который в реке находится. Вот. И, соответственно, что они рекомендуют для улучшения состояния рек и каналов, это очищение от мусора, ремонт берегов, русел и каскадных переходов, установление освещения, озеленение, ремонт и создание пешеходных путей, скамейки и также больше воды. Вот. И еще вот я пару слайдов включил исследования, которые Ганыш еще помнит, мы проводили в 2016 году. Да, чем люди занимаются, городские инициативы, когда я проводил исследования на речках и каналах, это в основном прогулки, встречи с друзьями, да, и это, ну, то есть речки являются не просто местом прогулок, но также местом общения, да. Люди приходят туда пообщаться и так далее. Вот. И что привлекает горожан в речках, это прежде всего вода, возможность погулять, отдохнуть, чистый воздух, зелень, прохлада и свежесть. Вот. И если вот посмотреть, вот, мы сделали небольшое исследование по реке Аларча, да, и вот, речки на самом деле, река, она выявляет город с очень разных сторон, да, потому что она протекает через него от начала до конца и на своем пути проходят очень разные типы городских форм и городских районов. Вот мы обозначили примерно 5 разных районов. Вот первый – это экозона, это примерно от резиденции до Южной магистрали. Второе – это зона микрорайонов. Третье – это промышленная зона. Потом идет коммерческая зона, это район Ожского базара. И потом зона, которую мы назвали городской деревней. Я буквально вот по одному слайду на каждую территорию покажу. Это вот сегмент экозоны. Мы видим большой такой естественный кусты с естественной зеленью рядом с городком Сабмина. А потом, если вот посмотреть на микрорайоны, мы тоже видим, что очень много таких интересных зеленых пространств формируется вдоль реки, именно в микрорайонах. И застройка тоже вот очень плотная вдоль микрорайонов. Потом мы видим вот промзону, да, и здесь получается с правой стороны у нас, с восточной стороны, это завод имени Ленина, а с левой стороны рабочий городок. Да, и вот именно в этом районе состояние реки одно из самых таких тяжелых.
Четвертый район – это сегмент Орского базара. И мы видим тоже здесь, что река протекает через очень-очень плотную застройку. И именно в этом сегменте, на большом протяжении вот этой реки, доступ к его берегам практически отсутствует совсем. Да? То есть нету вообще пешеходных путей, есть только несколько маленьких мостиков, где из базара можно перейти на другую сторону. Вот. И последний кусочек, это то, что мы называем городской деревней. Это да, такая получастная, полудеревенская как бы застройка. Ну и там еще есть территория Кыргызфильма и военная база. Вот. И вот мы сделали небольшой анализ соединенности. Да, и вот эта карта показывает 10-минутную пешеходную доступность. И мы видим, что на самом деле реки, наша река Аларча, она хорошо соединена, береги реки хорошо соединены друг с другом. Вот, разными типами мостов. И единственное место, где как бы мосты отсутствуют, это вот от городка Сабина до Южной магистрали. Вот, и теперь, значит, мы наши предложения, да, стратегические наши предложения по развитию зелено-голубой инфраструктуры города. Вот, и вот это вот наша как бы главная такая фишка, наш главный стратегический мастер-план, автором которого является Мидер Ахметов, архитектор студии «Музей». Вот, и он представляет из себя такой зелено-голубой экопояс города. Вот, и как мы уже показали, да, вот в предыдущих слайдах, реки проходят через все основные городские контексты города и через большие зеленые зоны тоже, да, потому что рядом там находится ботанический сад, другой ботанический сад, парк Ататюрк, Каргачева роща. Вот, и таким образом реки и каналы составляют целостную систему, которые могут способны объединить, да, все зеленые, все основные типы городских пространств. Вот, и в нашем видении именно вот это кольцо, такой экопояс города, он может стать основой, да, такой структурной базой вот этого нового плана развития зеленой и голубой инфраструктуры города. И что мы, значит, предлагаем в рамках этого проекта? В первую очередь мы предлагаем лоббирование экологического стока воды. Ну вот, много специалистов здесь в Карачаеве тоже может очень глубоко на эту тему поговорить, что недостаток воды в городе очень сильно ощущается, особенно в последние годы. Да, вот в этом году мы видели, что, вот, например, зимой, да, на реке Аламедин вода течет прямо бурным потоком, но начиная уже с марта месяца, буквально до октября, вода практически отсутствует. Да, и вот город все-таки, он является, Бишкек, 1,5 миллиона, почти с 1,5 миллиона населением, он является важным потребителем воды. И мы должны, как бы, понимая, что вода также распределяется на фермерские хозяйства и частично в соседние государства, нам тоже надо быть на столе переговоров, требуя, чтобы и в летнее время в городе была вода, да, потому что без воды в городе все зеленые пространства по-любому будут засыхать. И мы не сможем никак поддерживать город зеленым. Вот. Следующее, это, вот, значит, мы предлагаем, уже у нас пошли конкретные предложения, в рамках вот этого экопояса, да, мы предлагаем сделать пешеходную территорию, пешеходную зону на территории Южного Бычака. Это, если знаете, Южный Бычака, он сейчас, там воды практически не бывает. Это канал, который соединяет реку Аларчу и реку Аламедин, да, на юге города. Вот, и в данное время он пустует и никак не используется, разве что художниками в качестве стен для граффити. Вот, а мы считаем, что можно по обе стороны, и там уже инфраструктура есть, то есть он хорошие бетонные вот такие полоски, дно хорошее бетонное, можно вот эти бетонные полосы по бокам использовать как велосипедные дорожки, а территорию посередине использовать как пешеходную дорожку, и вот такие примерно мосты какие-то будут с подъемами. Вот. Второе, это, значит, то, что мы предлагаем, это создание условий для непрерывного пешеходного велосипедного движения вдоль реки. Потому что, вот, например, если очень многие, например, на Орском базаре продукты намного дешевле, да, чем во многих других местах города, но многие люди отказываются ехать туда, потому что на маршрутке туда добираться ужасно трудно, на машине припарковаться еще ужаснее. Да? А вот представьте, если была бы пешеходная или велосипедная дорожка вдоль реки Аларча, то из 12-го микрорайона в Орский базар можно было бы заехать там, за 20-25 минут. Вот. И что мы предлагаем для этого? Мы предлагаем для этого сделать такие пешеходные велосипедные проезды под мостами. Вот. И на самом деле эта идея уже обсуждалась в НИИ-ГРАДа, да, уже такие проектные решения даже были разработаны и предложены. Вот. И когда мы опросили жителей, да, то, получается, 78% поддержали эту идею.
создания таких зон. Второе, вот то, что очень важно, является расчищение проходов вдоль рек от незаконной застройки. Вот это, наверное, самый главный и самый тяжелый момент, который нам надо адресовать, и над которым надо работать вместе с юристами, мэрией города Бишкек и так далее. Вот эта карта, тоже сделанная в рамках нашего проекта 2016 года, показывает, что почти 30% территории вдоль реки, да, на сегодняшний день они захвачены, и они недоступны для прохода, для проезда жителей. Вот, и вот очищение вот этой территории, оно абсолютно важно для создания вот этой пешеходной зоны. И мы видим, что опять же 78% поддерживают эту идею. Вот. И особенно вот эта тема актуальна в районе Волжского базара. Да? И вот здесь вот мы предлагаем, что Волжский базар нужно развернуть лицом, получается, к реке. Да? Сейчас он просто заборами закрыт от реки, а на самом деле, да, он мог бы работать намного лучше. Вот, например, есть примеры базара в городе Ош, где чайханы находятся, да, прямо над речкой, очень прохладно, очень хорошо и так далее. Вот. Следующее наше предложение – это реабилитация разрушенных берегов и каскадов. Да, очень много мест. Да, вот, например, вот эта территория в рабочем городке. Да, и основной причиной является вот, самовывоз гальки. Да, строительные компании несколько лет назад, которые под предлогом помощи городу для расчищения рек очень сильно углубили реки и разрушили вот эти каскадные стенки, и за счет этого, за счет углубления берега начали обваливаться. И вот на самом деле очень много таких аварийных участков вдоль обоих рек, которые надо реабилитировать. Вот. Устранение визуальных барьеров, вот конкретно мы говорим о реке Аларча, это вот это казино в 10-м микрорайоне и получается мост, который Минводхоз отдали под аренду значит, рекламодателям. Да? Вот это не только является визуальными барьерами, которые закрывают вид на город, но также мешают потоку воздушных потоков. И озеленение абсолютно важно. Вот, например, улица Малдыбаева была отремонтирована от улицы, получается, от Южной магистрали до Ахунбаева, и на ней не осталось ни одного дерева. Хорошая как бы, пешеходный путь, хорошая асфальтовая дорога, но очень жарко в летнее время. И вот мы предлагаем тоже пустить озеленение в этом участке и во многих других. Потом мы предлагаем создание рекреационно-социальных и навигационных якорей. Вот, например, вот этот участок очень интересный, это пересечение речки и Южной магистрали. Там вот, все люди почти ходят в этом углу через дорогу, и очень красивое дерево. Вот, и мы предлагаем сделать вот такое маленькое какое-то решение, где скамейки вокруг дерева установлены, сделан пешеходный переход и так далее. То есть вот такие маленькие вещи, они могут сделать реку намного интересней. А вот такие же якоря, например, которые мы предлагаем сделать на территории, вот, напротив городка Саднина. Да? Вот. И следующее, значит, также и автор всех вот этих идей, которые вы сейчас видите, также является Мидер Ахметов, архитектор дизайн-студии «Музей». Вот. Еще одно решение, которое он предлагает, это создание амфитеатра напротив торгового центра «Азия-Молл». Да? Там хорошая территория, такая большая, которая сейчас используется как парковка, но которая на самом деле могла бы стать таким большим, интересным, красивым пространством для общения и отдыха. Вот. И вот уже пару последних слайдов. Это мы сейчас еще не закончили, вот мы сейчас работаем, это тоже работа наших студентов. Мы делаем инвентаризацию всех зеленых пространств, мы туда включаем и дворовую зелень, институционную зелень, и все, и ее мы как бы классифицируем по типам зелени, по типам доступности и так далее. И целью является вот еще потом накладка это все на информацию из регистра, для определения территорий, которые еще находятся в муниципальной собственности, для того, чтобы закрепить их за городом и зарезервировать. И да, еще один слайд, вот последний слайд, это вот то, что мы предлагаем, это то, что вот эту идею надо стандартизировать, как-то немножко брендировать, маркировать, да, и популяризировать, да, для того, чтобы она шла не просто сверху, а чтобы был именно такой инпут от всех горожан. И мы сейчас вот в течение полгода проводили встречи с различными сообществами, с жителями, с местными администрациями для популяризации и получения фидбэка для этой идеи. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы вашу презентацию можем выложить?
Можно, да, вашу презентацию? Мы вашу презентацию выложим на одной из страниц организации, которые сегодня организуют Шарпано. Это будет Арча, Мувгрин или городские инициативы. Если вам будут интересны данные, можете взять оттуда. Наверняка это будет интересно новым депутатам городского Кемеш, потому что они только вступили в свою должность и отлично можете изучить город со стороны, да, как Бишкек, то что там обычно наши реки никогда не рассматривают, потому что оно под ведомством МЧС. Да? Да. У нас времени очень мало становится. Мы приглашаем следующего спикера, Дмитрия Витошкина. Да? Я передаю слово, потому что у нас мы вышли за рамки, да? И в самом конце приглашаем. Всем здравствуйте, добрый вечер. Я думаю, что это очень здорово, что нас собралось так много. Это говорит о том, что вопросы озеленения города волнуют бишкекчан уже даже осенью, потому что прошлые наши встречи осенние, они не находили очень должного резонанса. И я думаю, сейчас действительно, как сказала Айканеш, самое время подумать и запланировать какие-то такие грандиозные планы для их реализации в весеннее время. Я вижу много новых лиц, поэтому я очень кратко скажу, в контексте чего мы говорим про зеленые насаждения. Следующий слайд. Вот, мы говорим в контексте, когда мы говорим про зеленые насаждения, мы не говорим о чем-то таком романтичном, мы не говорим о том, что как бы зеленый город это красиво. Мы говорим в первую очередь, что зеленый город это безопасно и это экономически выгодно, потому что зеленые насаждения дают очень хорошие экономические выгоды городу, такие как развитие стоимости недвижимости. Вот последние наши данные говорят о том, что приближенность к парковым зонам повышает недвижимость до 20% порой. Снижают затраты на энергосбережение и создают условия бизнеса на местах. Вот Эмиль очень хорошие участки показывал, которые, вот, например, не озеленены. Но если бы это были прекрасные набережные, то там это возможность развития инфраструктуры для кафе, это развитие малых магазинчиков, бутиков всевозможных и так далее, а следовательно дополнительные поступления в городской бюджет. Это очень социально выгодно развивать зеленые насаждения, потому что, во-первых, это сохранение здоровья жителей. Мы с вами знаем, что мы живем в очень сухом городе, мы очень сильно зависим от зеленых насаждений. Снижение уровня стресса и повышение социального капитала. Сегодня есть данные такие, которые говорят о том, что люди, живущие в зеленых территориях и имеющие сопричастность к своему району, в котором они живут, они больше готовы вкладывать своего времени и сил в развитие своих районов. Ну и экологические выгоды, которые я хотел бы показать в данных, которые мы получали. Это увлажнение воздуха, воздушные потоки, теневые участки и формирование среды. Следующий слайд. Ну вот мы видим в летнее время, мы сами были поражены, насколько сильно разогревается наш город. Мы видим, что 34 градуса Цельсия, это вот переход между синим и бирюзовым цветом, это температура воздуха в тени, то есть это то, что нам говорит гидрометцентр. И все участки теплого цвета, от 38 градусов и выше, это теплые участки. Это как наш город разогревается порой даже до 48 градусов поверхности городских территорий. И представьте, каково себя чувствовать в этих условиях пожилым людям, детям, да и вам, и нам. Дальше. Снижение уровня пыли, очень сильная корреляция, мы делали замеры близлежащих участков. Это вот, например, Ботанический сад и Азия Молл, парк Панфилова, Бишкек парк, парк Победы, зона без деревьев рядом с парком Победы, футбольные поля, Ожский рынок и так далее. И мы видим, там, где есть зелень, за счет увлажнения атмосферного воздуха пылевое загрязнение снижается до умеренного. Я хочу подчеркнуть, что это пылевое загрязнение, это не смог. Это более крупные частицы, которыми мы с вами дышим в летнее время. Дальше. И это данные по шумовым замерам. Мы делали это все профессиональным оборудованием, которое совместно с работниками санэпидемстанции. Мы видим, что тоже там, где у нас озелененные участки вдоль трасс, у нас там, где есть деревья, вот здесь по значкам видно, там, где есть деревья, у нас снижается шумовое загрязнение до предельных норм.
Мы были сами поражены, когда занялись этим исследованием. Нас на это вдохновил ШОС, который проходил 2 года назад. Потому что во время ШОСа, вы помните, да, какая была тишина, когда перекрыли много улиц. А во время пандемии вообще весь город это ощутил. Мы просто решили выйти в город и померить уровень шума во время транспортного движения. Мы увидели, что практически все центральные магистрали имеют предельный уровень загрязнения именно шумового, который действует на стресс горожан и так далее. Дальше. Мы проанализировали количество биомассы в городе, и тоже, как говорит Эмиль, невозможно развивать, да, город без воды. Вот мы увидели четкую корреляцию. Вот это биомасса города по годам до 2018 года. Мы в следующем году планируем до 2022 года довести эти данные, исследования. И мы видим, что у нас резкое падение произошло зелени в 2015 году. А вырубка города Бишкек началась в 2016 году. Массовая вырубка по реализации китайского гранта ради расширения дорог. Мы очень долго думали, с чем же это связано, что как это вот, почему данные у нас не бьются, наоборот, после 2016 года у нас растет биомасса в городе. Что такое биомасса? Это не количество деревьев, это общая масса зелени города. И когда мы наложили карту осадков, мы увидели четкую корреляцию, что у нас просто максимум пик осадков пришелся на 2016 год. Есть дождь, есть деревья. И с одной стороны это очевидные вещи, но это на самом деле очень страшные цифры. Они говорят о том, что ирригация в городе разрушена. Что у нас городская зелень зависит от атмосферных осадков, чего быть не должно, потому что мы живем в поясе степей и пустынь, у нас осадков в городе всегда очень мало. И поэтому у нас развивать зеленый город можно только посредством развития ирригации. Например, кто был в Европе, знает, там они даже косят иногда деревья, потому что поросль деревьев. Поросль деревьев в городе Бишкек появляется только там, где у нас прорыв водопровода, канализации, какие-то грунтовые воды внизу. В целом озеленить Бишкек без ирригации невозможно. Дальше. И мы в прошлом году решили посмотреть на город с точки зрения социальной справедливости, и мы запустили такой дискурс в обсуждении, как социально-экологическое неравенство. То есть мы увидели, что у нас не все бишкекчане обеспечены зеленью, но при этом все бишкекчане являются налогоплательщиками и формируют городской бюджет. И правила застройки населенных пунктов, свод правил, нам говорит о том, что парки районного значения должны обеспечиваться горожанам не менее 6 квадратных метров на пользователя. То есть вот закладывается микрорайон, следовательно, на какую нагрузку жителей он рассчитан, умножаем на 6, и вот столько квадратных метров зеленых территорий необходимо закладывать в этом парке. Но мы видим наоборот, что у нас парки развиваются наоборот в ущерб зеленым насаждениям. Пустыри, заброшенные скверы, а порой даже не заброшенные скверы, захвачиваются строителями, и уже прилегающая территория совершенно не волнует о том, что там нет парка, ее еще чаще всего нету парковки, и получается большой дом среди 5-этажных домов, потом все близлежащие дома, их вся зеленая зона начинает запарковываться вот этим там 9 или 12-этажным домом. И территории площади общего пользования, СНИПы раньше существовали, 21 СНИП, который говорил о том, что территория общего пользования должно быть 21 квадратный метр на жителя. Это парки общего пользования. То есть это вы не пойдете гулять с 8-го микрорайона в парк в 9-й микрорайон. Вы пойдете, скорее всего, в Эндемак или пойдете в парк Дружбы, в Ататюрка. И вот такие парки общего пользования, большие крупные парки и бульвары должны составлять по старым СНИПам 21 квадратный метр, в городе Фрунзе это было 35 квадратных метров. Сейчас этот показатель в правилах застройки снижен до 10 квадратных метров. Но когда мы сделали исследование, мы увидели, что и 10 нету. Всего лишь 3,5 квадратных метров территории общего пользования приходится на одного бишкекчанина. Дальше. И мы видим, что это неравенство распределено по микрорайонам следующим образом. В Первомайском районе у нас вот данные микрорайоны попадают под это неравенство. Это Юг-2, Аскаташ, Акбусого, 110-й квартал, Актилек, Достук, Касым, Керемет, Маданият, жилмассивы. Дальше. В Свердловском районе Аламедин, Бакая-Та, Восток-5, городок энергетиков, Акбата, Дордой, Келечек, Учкун. Когда вы видите вот эти проценты, это сколько процентов территорий данных жилмассивов не имеют парков районного значения. Дальше. Ленинский район, самая печальная ситуация, 70% территории Ленинского района не обеспечены, 74% не обеспечены парками. Здесь вот Бишкек, Киргизия-1, Эндемак, Арча-Бишик, Акурго, Акурдо,
Алато, Джал, Джал-29, Джал-30. Это районы Джала. И вот, ну и Октябрьский район. Это микрорайоны, которые, например, мы считали 9 и 11 микрорайон более-менее благоприятными. Оказалось, что они тоже не 100% обеспечены зеленью. 80% 9 микрорайона не обеспечены зеленью. 11, 4, 7, Кокджар, Алтенордо, Артасай, Караджигач, Кокджар. 12 микрорайон, Рафимурас, Тунгучи, Учкун 2. 5 там тоже добавь. Я хочу сказать сразу, то, что те микрорайоны, которые обеспечены хотя бы на 50%, мы их не брали. То есть так бы мы просто, это был бы просто не списков. То есть это те микрорайоны, у которых более 50% территории не обеспечены парками. Мария, абсолютно вы правы, не все микрорайоны дошли. Единственный микрорайон в городе Бишкек, 6-й микрорайон, обладает 100% доступностью к паркам района. Единственный. Все, дальше. Ну и это та самая проблема, как она выглядит сегодня. Я очень рад, что эта картинка потеряла свою актуальность. Мы ее приводили, да, в пример зимой, о том, что у нас вот эти пустыри все запаркованы автомобилями. Это рождает следующую проблему, то есть получается это несанкционированная парковка. Эта несанкционированная парковка, вот эти автомобили потом на колесах вот эту почву всю вывозят на улицы города. И потом нам говорят, мы живем в пыльном микроклимате. Нет, мы не живем в пыльном микроклимате. Вот откуда происходит пыль. И вот этот долг по обеспечению парками выглядит сейчас так. Я благодарен Бишкек-Главархитектуре и Зеленхозу, что это сейчас картинка не актуальна. Наконец-то в Тунгуче начали закладывать новый парк. Дальше. Молдаваева, большое спасибо, можно сказать. Да. Лоббировала в прошлом составе Созови. Ой, не все молчу. У нас получается придомовые парки, тоже есть такое понятие, как придомовые парки, тоже запаркованы дальше автомобилями. И вот эта текущая ситуация, она порождает муниципальный долг по благоустройству, потому что мы можем город не обеспечивать светом, газом, там, канализацию не прокладывать, транспорт не предоставлять. Мы видим, как только происходит эта проблема, у нас в городе начинаются большие волнения, да, нету света и нету газа. Вот зеленая инфраструктура для города, она также важна, как и техническая инфраструктура. И этот муниципальный долг мы пока возвращаем не тем, что там, семья не поела, потому что газ отключили и свет, а мы его возвращаем здоровьем. И на самом деле мы уже начинаем занимать вот эти антирейтинги стран по сердечно-сосудистым заболеваниям, по легочным заболеваниям. И этот муниципальный долг, получается, возвращается не количествами парков, а возвращается здоровьями жителей. Дальше. Ну и одно из решений, которое мы предлагаем, мы начали эту риторику, мы это называем дискурсом, да, потому что мы сами не знаем, как назвать пока этот документ. Но что мы предлагаем городу Бишкеку в ближайшее время разработать и инициировать депутатов БГК. Я думаю, все войдут в историю, команда мэрии, депутатов БГК и нынешний состав главархитектуры войдут в историю тем, что наконец-то кто-то закрепит вот эти пустыри, закрепит под потенциальные территории под озеленение. Потому что деньги у города есть, бюджет у города хороший. У города очень много бизнеса, который может быть инвестором для развития вот таких парковых территорий. У нас сегодня бизнес развивается в сторону корпоративной социальной ответственности. И у нас чаще всего вот в этих всех жилмассивах есть крупные предприятия. Какие-то из них транснациональные, какие-то крупные национальные предприятия. И нам очень важно эти территории юридически как-то закрепить. Не то, чтобы пустырь застроили, а чтобы у этого пустыря был статус. Следующий слайд. Меня очень вдохновила работа Бишкек-Главархитектуры в 2015 году, когда был разработан в рамках концепции градостроительного развития, был разработан природный каркас города. Это огромная просто работа, которую, я знаю, там чертили, начиная чуть ли не на калике и до современных программ, то есть было задействовано очень много людей. И здесь были вот светло-зеленым выделены зоны, потенциально зоны под озеленение, под будущее озеленение. И мы видим, как все зелено. И тогда вот эта работа, ее представляла, если я не ошибаюсь, Наталья Алексеевна Мухамадиева. Она тогда говорила, что если мы эти территории закрепим в 2015 году, то мы сможем обеспечить норму жителей на территории общего пользования до 11%.
То есть хотя бы обеспечить правила застройки, да, не СНИПы прошлое, а хотя бы правила застройки. Дальше. И структура экологического каркаса — это, вот, наверное, ближе вот, к философии, которую продвигал сегодня Эмиль Насреддинов. То есть это не говорит нам о том, что где нам какие парки открыть, а это целостная модель, это элементы мезоуровня, то есть это зеленое кольцо города, это большие зеленые массивы в нижней части города, которые являются, на самом деле, строили Карагачевую рощу, и вот эти зеленые нижние массивы не только ботаники, но и архитекторы. Потому что за счет этих зеленых массивов шел приток воздуха, разность давлений, шел приток воздуха в город. Вот водные дуги, да, те, что, вот про то, что как раз говорил Эмиль. Водно-зеленые диаметры, зеленые клинья и элементы макроуровня. То есть это парки районного значения и парки микрорайонного значения. Дальше. То есть здесь очень важно горожан обеспечить парками выходного дня, до которых легко добраться за 40-60 минут и провести там выходной день. Это территория общего пользования. Районные парки, куда вы просто приходите, проснувшись утром, или идете через них, когда возвращаетесь с работы. И придомовое озеленение. Дальше. Я тороплюсь, да? Не торопиться? Да. Угу. Ну и здесь очень важно, можно назад. Здесь очень важно понимать, что озеленение — это не только закрепление районов по территории, это очень важно. Какие-то разработать стандарты озеленения. Мы говорим в главархитектуре, мы открыты, мы готовы участвовать в разработке дендропланов, потому что у нас тоже какой-то опыт есть, и готовы предоставить безвозмездно свою экспертизу. Важно разрабатывать стандарты, потому что сегодня стандарты озеленения кыргызстанских территорий — это газоны, елки. И вот, честно говоря, когда ты на это смотришь, ты понимаешь, что это вот город лентяев, которые не хотят убирать листья. Ни микроклимат не формируем. Газоны — это зеленые пустыни, которые потом очень тяжело обслуживать, которые истощают почву. Вот. Ну и важно обеспечить уходом. Это восстановление почв, обрезка, обработка, надлежащая ирригация. Вот спасибо за отклик Зеленхоза, который откликнулся на призыв нашего сообщества о создании приствольных кругов. Это тоже очень важно. Деревья не только пьют воду, но и дышат. Дальше. Ну и примеры я хочу показать, насколько откликается эта идея у жителей. Следующий. Вот, например, микрорайон Тунгуч. Вот, мы очень рады, что вот этот вот средний сегмент уже наверху уже превращается в парк. Но мы нашли вот парк, небольшое пространство возле отдела земельных ресурсов мэрии города Бишкек. Следующий слайд. То есть это вот запаркованная территория небольшая. И следующий слайд. Вот, все вот в этой парковке. Но при этом инфраструктура уже есть. Следующий слайд. В нашей организации был разработан план совместно с жителями, то есть мы не работаем сами, это не кабинетная работа, это мы встречаемся с жителями и разрабатываем совместно на основе их пожеланий вот такие уголки дальше. То есть это вот зеленый массив, который действительно станет востребованный для пешей доступности. Дальше. И уже вот весной мы посадили деревья, но потом опять столкнулись с проблемой. Нечем поливать, только водопровод подходит, поливочный, и все. И невозможно поливать эту территорию. Ее поливают за свой счет библиотека и отдел МТУ. Хотя рык есть, да, но он тупиковый. Дальше. Такая ситуация с Акбатой вообще смешная получилась. То есть мы нашли тоже пустырь, думаем, блин, можно здесь разыграть парк, но тут выясняется, что через территорию жилмассива проходит газопровод, и администрация не может нам разрешить сделать парк, хотя парк, можно следующий слайд и вернуться. Есть скважина на этом районе, дальше. Есть инициативная группа, которая готова разрабатывать парк, дальше. Разработан уже парк, но как только мы начали его внедрять назад, мы понимаем то, что территория газопровода, и газопровод не подключен к газу, но у него есть санитарно-защитная зона. И санитарно-защитную зону, оказывается, в Бишкеке можно застроить, но парк на ней делать нельзя. И прекрасно, ситуация вообще очень классная. То есть жилмассив без газа, в трубе газа нет, но у нее есть санитарно-защитная зона. И если мы, вот это получается незаконный самозахват идет своим чередом, а законно создать парк на ней невозможно. Дальше. Дальше. Бакаята тоже существует массив. Ну, давайте здесь быстро. Тоже собралась инициативная группа, посадили деревья. Акурго. В перспективном плане озеленения вот эта вся территория отведена под перспективное озеленение. В результате выясняется, что уже на большей территории
Земля находится в частной собственности. Дальше. Собираем жителей. Дальше. Разрабатываем совместно с жителями парк. И даже потом мэрия говорит о том, что парку быть, но потом опять ситуация, то, что парку не быть, там какая-то мечеть запланирована, еще что-то. Акбособо. Такая же ситуация, очень много потенциальных зон. Давайте быстро представим. Уже территория зеленая. Это вот разработка на уровне МТУ, да, по-моему? МТУ обращалась к главархитектуре. Главархитектура разработала. Немножко можно назад, немножко мы озадачены. Поэтому мы говорим, давайте объединяться, потому что назад и этот слайд. Есть зеленый массив, но почему-то мы опять уходим в клумбы. Давайте садиться за стол переговоров. У нас очень много и архитекторов, и креативщиков, которые могут предложить что-то тоже может быть интересное для этого района. Это не наша работа. Это не наша работа. Это МТУ сказали то, что да. Вот, извините, если это не так, МТУ сослались, что нам главархитектуре разработали. Дальше. Все наши данные доступны по этой ссылке. Вот, вы по QR-коду можете зайти, все слайды, все презентации будут выложены на наших страницах. Там проведен комплексное исследование города. Дальше. Вот, на что мы ссылались, когда проводили исследование? На генеральный план, следующий слайд, на реализацию генерального плана, следующий слайд, и непосредственно на Direct.kg, на адресный регистр. И посмотрите, что у нас происходит с Ленинским районом. То есть это как пример, а на сайте вы можете найти таких примеров много. Ленинский район всего озеленен, 1% района всего отведен под зеленые насаждения. При этом 74% территории района не имеет районных парков. Площадь района самый большой район, но живет у нас там 198 тысяч человек, это одноэтажная застройка, пользователей немного, но территория огромная. Следующий слайд. И вот мы видим, то есть мы спускаемся в жилмассив, и мы видим по генплану, вот сколько должно быть зелени, а вот по Google карте, можно туда-сюда сделать. Это опять законные постройки. Здесь вот вопрос, мы сегодня и хотим выяснить, это что есть законно, потому что последняя риторика на форуме Jeshil Upgrade, мы услышали такое, что генплан является рекомендательным, имеет характер, и поэтому сегодня мы хотим услышать мнение главархитектуры, что есть генплан. Это Библия, которая описывает все правила и, так скажем, законы, и это я не знаю, это конституция или это все-таки рекомендация. Следующий слайд. И только вот получаются у нас территории, которые могут быть озеленены, потому что, следующий слайд, адресный кадастр официально у всех красная книга. То есть все, оно застроено полностью. То есть у нас вот они остались небольшие 2 клина, куда мы можем сделать озеленение. И уже спорное отношение вот с этим вот желтым клином. Дальше. Поэтому, когда мы проанализировали перспективный план озеленения, который разработала главархитектура, это огромная работа произведена. Очень легко застраивать территории, на которых нету парков. То есть и у нас уже, я очень рад, что горожане очень сплоченные. Назад, чтобы вы просто вытащили вот эти данные. У нас горожане сейчас очень сознательные. То есть сегодня парки мы отстаиваем, но мы не отстаиваем пустыри. Да? И чтобы пустырь превратился в парк, необходимо хоть как-то их закрепить. И если мы с вами сегодня уже не начнем эту работу, не выйдет постановление Бишкекского городского кинеша, мэрия не возьмет на себя ответственность за то, что да, нам это нужно, не сделает заказ на эту работу, и главархитектура не проведет эту работу. Если мы их юридически не закрепим, то мы так и будем возвращать своим здоровьем город зеленого цвета. Спасибо. Спасибо большое, Дима. Спасибо, Эмиль. Вы проделали огромную работу. Мы теперь знаем, мы видим город, какая сейчас ситуация. Давайте пригласим тогда Марата, главархитектура. Какие вообще планы у мэрии насчет плана озеленения? Вообще есть ли у вас план? И вот если будет возможность во время своей презентации ответить на те вопросы, которые мы сейчас подняли, это и про правовые вопросы, и про планы, будет здорово, если вы сможете это раскрыть. Так, добрый вечер. Во-первых, прежде чем приступить к презентации,
к своему докладу хочу поблагодарить организаторов сегодняшней дискуссии. И не ради красного словца хочется сказать, что это для меня огромная честь находиться среди вас, за то, что дали возможность приобщиться к такому собранию замечательных людей, да? Активных молодых людей. Так, с чего начать? Я, честно признаюсь, я не готовился к пламенному спичу, да? Просто я заглядываю свою шпаргалку, поможет Жолдош. С чего хочу начать? Вот генеральную схему откройте, вот, Жолдош. Генеральную схему озеленения города. Вот затронул Дмитрий вопрос. То, что мы начали, мы, к сожалению, не смогли довести до конца. В силу того, что финансирования нет, должного внимания не было со стороны мэрии, хотя мы каждый год обращались, чтобы нам выделили средства, чтобы мы могли закончить генеральную схему озеленения города Бишкек. Почему? Почему это важно? Потому что мы можем видеть, оценить реальную картину, сегодняшнюю ситуацию и закладывать на будущее какие-то задачи, да? По уровню ответственности, по степени значимости, скажем так. Вот я думаю, Талай Дайырбеков, наш молодой активный депутат, может, он поможет в этом году, если уже не получится, в следующем году профинансировать этот проект. Может, я выключу, да? Просто погромче. Профинансировать этот проект, потому что мы каждый год вносим титульный список, и каждый год нам это как бы отменяют. Мы ждем, когда будет финансирование, потому что у нас есть потенциал, мы можем закончить не без вашей помощи. Дмитрий, экспертов, мы пригласим вас, мы всегда готовы к сотрудничеству. Мы сами одни мы справимся с этой задачей, это нам придется с этим смириться. Дальше. Вот еще хочу, на чем хочу остановиться, уважаемые друзья, вот в плане повышения озелененности в городе. Да, важно сохранить существующие зеленые парки, скверы, но еще надо приумножить это все. В городе сегодня ощущается диспропорция между районами, где-то очень много, как вы в своем докладе видите, где-то очень мало. Поэтому нам надо устранить эти пробелы. В этом плане мы сейчас разрабатываем свои проекты, но это в большей мере это наша собственная инициатива. Почему? Потому что, опять же, это все упирается в нас. Мы в центре города разработали очень много проектов в центре города, где вот у нас сосредоточено очень много озелененных территорий, мы хотим их повысить их качество, озеленить где-то дополнить. Вот если остановиться на центральной площади, очень мало зелени, да? Знойное время превращается в сковороду. Нужен ли нам свой тяньаньмен, да? Скажем так, где уютная площадь, обсажена деревьями, где могут находиться в тени гулять, даже для прогулок, совершения прогулок, там, для занятия, не знаю. Есть несколько... Не слышно? Плохо Усилитель может добавить громкость? А может, если там стоять, то лучше, там ловят? Да? Кто там выступал, громко было слышно. Это предположение просто. Наверное, не обедали. Это обедал я. Вот, все громче стало. Надо прижимать губами. Центральная часть, я как отметил, вот центральную площадь мы хотим озеленить, нашу главную площадь деревьями дополнить зеленым насаждением. Джордаш может даже быстро, но это... Вот мы сейчас как озеленяем. Сегодня как мы озеленяем центральную площадь? Вот деревянные катки, бетонные катки сажаем деревья. А могли бы полноценные деревья, здесь высаживать деревья вокруг площади, убрать эти, как бы, на мой взгляд, они уродуют, да, городскую среду, главную площадь нашу.
Дальше. Ну, еще вокруг его дома, скажем так, у нас несколько предложений было, чтобы там тоже увеличить количество зеленых насаждений, в силу того, что тоже пространство как бы в этом пространстве меньше деревьев. Белый свести надо. Белый дом? Дальше. Назад вернись. Вот наше было предложение, вот где убрали заборы, это пространство превратить в такие вот, такое общественное пространство, где могут сидеть наши граждане, гости даже. Вот таким образом как бы облагородить эту территорию. Это наши идеи, дальше Джулуш. Ну еще вот много проблем у нас, часть организации движения пешеходов, часть обеспечения безопасности пешеходов, устранить конфликтные ситуации между пешеходом и автотранспортом. Вот. Несколько предложений дальше. Это те локальные проекты, инициативы, которые у нас имеются в готовности. Да? Дальше будут еще другие предложения. Федорович, дальше продолжай. Ну, может быть, мы чуть отошли от темы, мы просто пробежимся быстренько. Это старая площадь, которая носит сейчас имя Рудакона Соболеева. Тоже хотим как-то обозначить, что имя носит такого великого человека, Бишкек, которому многим обязан. Да, ну, дальше, мы не остановимся на этом. Не будем останавливаться. Дальше. Ну, это по визуальному мусору у нас, где полно. По малым объектам, где мы можем акцентировать внимание на этих площадях, на события. Вот, иметь такие возможности, где можем организовать какие-то дискуссии, может организовать торговлю, ярмарки на открытом доступе. Да? Дальше. Дальше, это не актуальный. Малая архитектурная форма — это дубовый парк. Мы хотим придумать такие идентику и линейки малых архитектурных форм специально для дубового парка. Потому что это очень знаковое место, излюбленное всеми горожанами, даже туристами. Еще у нас была идея, предложение, Максат Шакирович, присутствуете. Мы выступили с инициативой избавить город от заборов. Помните, в прошлом году начали, но остановились, да? Тогда Баурлыкович поддержал, но в последующем эта работа не была продолжена. Хотелось бы, чтобы эту работу меры продолжили. И что у нас? Ну, это дальше. А металл куда? В Китай отправить? Да. Сколько денег было? Сейчас еще возлинить. Так, еще хочу дополнить презентацию коротко, если позволите, на средину свою коллегу по набережным, да, как бы и горько осознавать, сегодня наши прибрежные территории могут использоваться в рекреационных целях, да, мы потеряли наши реки, в свое время не придали должного внимания, не придали значения нашим рекам в плане градостроительства. Мы застраивали эти наши реки, остались на задворках застройки промышленной, жилой застройки. Ну, поэтому мы посчитали эту тему очень актуальной, мы начали работу, мы увидели такую аналогичную работу среди нас, решили объединиться. Но в силу различных причин, разных обстоятельств, случился перерыв. Я думаю, мы продолжим именно, да? И доведем до логического конца, дай Бог. Давайте. Еще у меня одно предложение. Вот много обсуждаем проблему полива, да? Мы увеличиваем количественные показатели, в то время мы не можем похвастаться, сколько прижилось деревьев, да? Сколько сохранили. Пора уже переходить к стабилизации
количественных показателей, мне пришла такая идея, может, кому-то покажется это бредовой, да? Но я хочу озвучить эту идею, но с некой осторожностью, когда озвучиваются такие идеи, предложения, зачастую принимаются за сумасшествие, да? Открой карту. Марат Кутубаевич, а вот помните, при Ибраимове говорили, что где ресторан на рынке, там будет парковая зона, сквер, будет он или не будет? Пока неизвестно. Пока неизвестно. Точно неизвестно. Сейчас, наверное, я на своей идее продолжения остановлюсь. Нет, это нет, я озвучу. Там с кем были найдет, не знаю, Джулыш по карьерам, да, в конце. У нас в южной части города имеется несколько карьеров больших. Я предлагаю идею затопления этих карьеров для забора воды. Итак, зимой вода утекает. Мы могли бы зимой собирать воду на этих карьерах, а летом использовать для полива. Понимаете? Но я пока не берусь делать прогнозы какие-то технические, как это реализуемая идея. Но, например, карьер по Пудовкина, мы можем брать воду с Аларчи, а там еще карьер есть в южной части микрорайонов, там где Хуншан. Подпитка будет этого карьера с реки Аламитин. Еще в районе есть ТЭЦ-2. Примеров очень много в мире. Например, озеро Сайран в Алматы. Точно такой же карьер был, правильно? Искогравийный карьер. Они, наши братья казахи заполнили водой, они превратили в рекреационную зону. Да? Они, наоборот, зимой спускают, летом заполняют. Это озеро служит чисто рекреационных целях в городе Алматы. А мы хотим наоборот. Зимой заполнять, а летом брать воду. Вот такая идея, думаю, над ним, да, имеет место быть, над ним мы поработаем. А еще... Да, спасибо большое. У меня много. За короткое время, я не уложу. Да, я просмотрела слайдов, очень много точечных таких проектов, над которыми вы сейчас работаете. Спасибо большое, что подготовились. Давайте выключим слайд и включим свет и пригласим к обсуждению представителя Зеленхоза, бишкекские парки, представителей БГК, БГК, Бишкекская глава архитектуры депутатов. Да? Давайте обсудим. И вице-мэр, да, здесь, оказывается, уже тоже подошел. Спасибо большое, что присоединились после рабочего дня. Ну, и главное, да, вы пока присаживайтесь, кого я назвала. Давайте обсудим, да. А вот главный вопрос, да, будет для обсуждения, и мы про вопросы тоже поговорим. Да, пройдите, пожалуйста. Вот у нас возникает вопрос, а как вы работаете, да, в том плане, на что вы опираетесь, когда вы планируете свою работу? Как, да, вот, мэр, да, Дмитрий, Эмиль здесь тоже среди зрителей, можете подходить, да, можем, да, главный вопрос. Главный вопрос, который нас, вот я как обычный горожанин, житель определенного района, мне интересно, да, появится ли в моем районе какой-то сквер, или если у меня есть какая-то пустырь, есть ли возможность из нее сделать сквер или парк, и вообще, какие планы, потому что, например, я хочу поменять свое место жительства, потому что там, где я живу, совсем нету доступа к паркам, и я готова заплатить больше, да, чтобы переехать в другой район, где есть парк. А у нас определенное есть количество горожан, которые не могут, но они хотят возле своего дома иметь сквер. А как узнать, будет ли у нас сквер, какой вообще есть план? Он такой точечный, только центральную часть будут делать, или вообще в жилмассивах? Какой есть план? На что вы опираетесь при работе? И второй вопрос, это, наверное, больше правовой, текущей ситуации, да?
того, что вот и Эмиль показал в своих слайдах, да, вот вдоль набережных столько застроено, в других районах. Какие вообще будут планы? Если нет планов, так и говорите, нет планов, давайте тогда вместе вот с горожанами разработаем этот план. На что нам опираться, чтобы знать, что будет через 5-10 лет, через 2 года. Да? И если позволите, да, начнем, наверное, с исполнительной власти. Да, давайте, да, поднятые руки. И как только мы закончим наше обсуждение, можем перейти к вопросам. Да? Давайте. Наверное, я отвечу, поскольку в этом плане мы задаем тон, да? Мы хотим устранить те пробелы, я выше отметил, вот, Максат Шекербекович, я раньше говорил, предыдущим мэром тоже говорил, давайте устранять диспропорции в плане озелененности, в плане создания парка в городе. Почему мы все время строим парки в южной части города? Почему в других районах не строим парки? Потому что почему люди должны добираться, чтобы отдохнуть с одного конца до другого конца? Это увеличение трафика, правильно? Это влияние на атмосферу. Это создание неудобств другим горожанам. И мы сейчас в первую очередь обратили внимание на жилые массивы. То, что Дмитрий отметил, показал, они сейчас в работе. Это по Аборгу, по Акбусогу. Там мы закладываем скверы, сейчас просто идут работы по оформлению землестроительных документов. Параллельно мы разрабатываем проект. Даст Бог, решат с финансированием, я думаю, там будет в скором времени в жилых массивах появятся скверы и зоны доступа населения. И я думаю, это создаст еще больше зеленых территорий будут, и наши горожане в жилых массивах не будут обделены вниманием. Да, а есть ли такой стратегический документ, на который вы опираетесь? Вот вы как Бишкеклов, вы как Бишкеклов архитектура. Мы опираемся, вот показали, Дмитрий показал, я показал, это генеральная схема озеленения. Там будут приоритеты, какие будут, как скажем, очаровательность. Ну, где мы в первую очередь будем строить, план. И он есть в открытом доступе, то есть я могу посмотреть, будет ли в моем районе, возле моего дома, в ближайшие 2 года сквер. Еще вот я не сказал про один участок, вот я Эмилю рассказывал, да? Вы один такой участок нашли, вам рассказывал? В районе рынка Дурдой. Я буквально влюбился в этот участок, я несколько раз ходил, летом, зимой. Да, там уникальная экосистема. Летом вообще, как на Жайло. Пасутся коровы, лошади, там рыбки плавают в воде, чистая вода, дети купаются в воде. И я предложил там организовать такое общественное пространство набережной. Там есть и главный компонент вода. Там, где есть вода, это уникальное место. Спасибо. Спасибо большое за ответ. Если есть у других ответ на мой вопрос, я буду рада, если вы ответите. Представьтесь. Ильча Муралиева, директор МТ «Городские парки». Вот здесь необходимо отметить активность горожан. Вот те районы, где практически нет парков, район Киркомстрома, северная часть города, восточная часть города, там практически очень мало парков и скверов, поэтому они сейчас обращаются в мэрию с требованием, с просьбой вот эти все пустыри, которые там есть, превратить в скверы и парки. Что отрадно, новая БГК, который пришел, вот меня вызывали на встречу с партией ÖNÜV, Прогресс, другие партии, они ставят вопрос о том, чтобы увеличивали количество зеленых зон. Но это зависит от них. Если они этой зоне придадут статус сквера или зоны отдыха, мэрия выделит этот земельный участок, они сделают градзаключение, то жители
жители будут иметь эти скверы и парки. А таких, оказывается, заброшенных территорий очень много. Вот мы даем списки в БГК, чтобы они придали статус этим земельным участкам. Ну и хотелось бы здесь рассказать про свою парки. В этом году все лето меня обвиняли в том, что я засушила все деревья в городе. Ну, я самый главный виновник засухи. Но при этом граждане, обвиняющие нас, мэрию, не учитывают, что мы всего лишь пользователи воды. А воды нет по следующим причинам. Мы живем в зоне опустынивания. Миллиард населения мира, они живут в зоне опустынивания. В этом миллиарде и мы сидим. Кроме этого, идет маловодье из-за того, что ледники тают. Кроме этого, необходимо отметить, что мы, согласно Международному водному кодексу, обязаны подавать воду, которая в реках наших, соседним странам по межправительственным соглашениям, которые были подписаны очень давно, когда не было такого маловодья. Но мы обязаны выполнять свои обязательства. Поэтому в этом году городу 56 дней в мае и в июне не давали воду из открытых источников. Все каналы и реки были сухими. Учитывая дальнейшие вот эти вопросы, дальнейшая такая перспектива отсутствия воды в открытых источниках, сейчас мы работаем над созданием альтернативных систем полива. Для этого есть все возможности. Например, на территории верхних парков находится 7 скважин на территории парков. Эти скважины были сделаны еще в советский период, потому что они тоже предусматривали отсутствие маловодья, когда нет воды в открытых источниках. Теперь мы эти скважины все собираемся реанимировать и сделать альтернативные виды полива через дождевальные установки или кабельное орошение. Сейчас мы это разрабатываем проекты при помощи спонсоров. Кроме этого, у нас территория города неоднородная. Если в верхней зоне у нас галечник, вода очень глубоко залегает, и там нужно очень много вкладывать в то, чтобы озеленить, то северная часть ЗПЧК, она наоборот, это болото бывшее, болото и сейчас. И там вода залегает на уровне 70-80 сантиметров. Поэтому там мы просто хотим прорыть скважины и сделать дождевальные установки, чтобы поливать только травяной покров. Потому что деревья там поливать опасно, а просто корневая система сгниет и все будет уничтожено. Поэтому мэрия сейчас работает, по крайней мере мы, работаем над тем, чтобы создать альтернативные поливы, и чтобы потом летом нас не обвиняли в том, что мы не поливаем эти деревья. Спасибо большое, Кальча. И вот очень коротко ответьте, будут ли на следующий год открываться новые парки и скверы? Сколько их будет? В 2022 году. В 2022 году, я надеюсь, будут закончено строительство 2 парков, которые находятся напротив Парка Победы. Это парк Балалы, который рассчитан на то, чтобы там поставить 12 детских аттракционов, и еще азербайджанский парк, который спонсирует азербайджанская сторона. Если эти 2 парка будут запущены, то вот эта часть, где очень большой, это спальные районы, то я думаю, что не надо будет ехать в парк Панфилова кататься на старых аттракционах, а будут новые хорошие аттракционы, как это сделал Ташкент. Спасибо большое. И у меня вопрос. С парками более-менее понятно, а вот у нас есть территории вдоль улиц, придомовые территории, то, что под зеленхозом, скажем так. Какие у зеленхоза есть планы и на что вы опираетесь при планировании следующего года и нескольких лет по озеленению? Спасибо большое. Можете представиться. Я напоминаю, что у нас идет прямой эфир «Кактус Медиа» на Фейсбуке и в Инстаграме на странице Арча. Спасибо. Наватова Айгуль, заместитель директора МП «Бишкекзеленхоз». Я бы хотела добавить, немножко подправить вас, потому что мы не только смотрим за зелеными насаждениями вдоль улиц, а за нами тоже очень много парков и скверов закреплено. Мы не только за содержание и уход этих зеленых насаждений отвечаем, но мы еще и благоустраиваем парки.
ну, во всяком случае, до сегодняшнего периода благоустраивали. Ну, вот последние наши парки, Тентамак-2, вот в Тунгуче сейчас сквер заканчивается. Строительство сквера. Где сохнет? Давайте, коллеги, горожане, давайте вопросы оставим на чуть-чуть попозже, да? Еще чуть-чуть потерпим? Да. По-моему, Калича Хусейновна очень хорошо вам ответила на этот вопрос насчет того, что сохнет. И мне очень понравилось сейчас выступление Марата, когда он рассказывал, мне понравилось, что Бишкек-Главархитектура сейчас думает об этих накопителях воды. Дневных, месячных, декадных, потому что это уже вот, ну, назрело. Вода когда-то утекает, когда нам нужна, ее нужно накапливать, чтобы потом можно было использовать для полива. Ну, я вот одну ситуацию расскажу. В парке здоровья там есть водоем. Он, конечно, предназначен для отдыха людей, люди отдыхали. Но мы летом, вот во время, когда не было воды, мы вынуждены были помпами оттуда выкачивать воду, чтобы парк здоровья у нас не засох. Это первый эпизод. Хотя мы там ругались, были люди, которые говорили, мы должны купаться, куда воду выкачиваете. Потом, когда воду дают, мы старались быстрее заполнить эту воду. Там такие водоемы очень нужны. Прежде чем сажать деревья, мы должны продумать систему полива. Поэтому мне очень понравилось, что вы уже думаете над этой темой. Теперь насчет, значит, вдоль улиц, как будет и так далее. У нас Бишкек застраивался где-то в одно время, и эти деревья тоже начинают болеть, умирать, ну, заболевать тоже где-то одновременно. Очень много сейчас деревьев, которые идут, ну, просто под снос идут, очень много карантинных там болезней, как бы мы с ними не боролись. Поэтому вдоль улиц деревья, которые уже изжили свой, ну, есть же и возрастной тоже у них предел, так сказать, будут убираться, засаживаться крупномерными саженцами, которые мы уже начали выращивать. Нам еще спонсоры помогают. Так что улицы будут облагораживаться. То, что вот приствольные круги сегодня так очень обсуждали, мне это очень понравилось. Действительно, нам нужно брать пример уже с других, так сказать, более развитых городов или республик, да, где приствольные круги, металлические решетки ставятся, и тогда мы можем, и даже тротуары узкие, да, мы можем делать большие приствольные круги, чтобы сохранить зелень, чтобы солнце не пекло. У нас тоже очень много планов. На следующий год мы тоже около 27 зеленых зон запланировали, хотя возможно, что строительством парков будут заниматься управление капитального строительства, но мы, поскольку как специализированное предприятие, мы планируем вот эти пустыри, которые мы видим в каждом районе, по 7, по 8 объектов, мы их планируем, чтобы, ну, если не мы, значит, УКС будет выполнять, но мы должны им дать эти списки, заявки. Да, тогда... Вопрос, да, то есть если горожане не активны и не говорят о том, что вот возле моего района есть пустырь, то этот пустырь и дальше останется, либо застроится, то есть им нужно быть более активными и обращаться в мэрию, чтобы, например, на следующий год запланировали там какой-то сквер. А какое, да, пошаговое действие для обычных горожан, которые хотят, да, иметь сквер в своем районе? Мне кажется, на этот вопрос может ответить вице-мэр. Да? О том, а есть ли у вас пошаговая инструкция или как к вам достучаться, как нам, горожанам, добиться, чтобы в нашем районе появился сквер вместо пустыря. Спасибо. Салам Астарбек, Масадбек Сазукулов, первый вице-мэр города Бишкек. Спасибо за вопрос, вообще спасибо за приглашение. Я тут как бы второй раз на площадке вашей инициативы. Очень рад, что есть такая инициатива, и для нас, для муниципалитета, это очередная возможность показать нашим горожанам то, что поделиться планами, какие есть проблемы обсудить, выслушать вопросы, какие бы ни были острые, не острые. Ну, мы как бы выражаем нашу готовность и открытость к диалогу. Относительно вашего вопроса, да, есть у нас определенные планы
по строительству скверов, облагораживанию территорий. То есть мы также стремимся к тому, чтобы вернуть статус зеленого города, который когда-то был у нашего славного города Грузия, да, Бишкек. Мы как бы в этом направлении проводим свою определенную работу. Относительно того, что горожане могут попросить муниципалитет обустроить там или в любом месте, где есть возможность сквер или парк, я думаю, они это могут сделать в любой момент через официальные письма, либо сайт напрямую, либо на приеме у вице-мэров, личный прием горожан у нас вот на нашем сайте определен. В любой момент звоните, записывайте, сколько людей будет, столько мы примем. Также наш мэр практикует каждую субботу с 10 до 2 часов прием граждан по всем вопросам. Плюс у нас есть как бы свой колл-центр, куда можно будет звонить, оставлять свои заявки. То есть любая инициатива, в том числе по строительству скверов, парков, ради бога, мы только будем рады. Да, спасибо большое. Ну, наверное, большой вопрос тогда встает о том, что хватит ли у вас денег на все эти инициативы, да, и, наверное, тогда это вопрос будет больше к депутатам, да, при рассматривании бюджета на следующие годы. Готовы ли депутаты, да, выделить больше денег? Это первый вопрос. А второй вопрос вот по презентациям Эмиля и Димы. Очень много всплыло или показали эти исследования, что очень много правовых вопросов о том, что все застроено, все частная собственность, нужно судиться, какие вообще должны быть сделаны шаги новым нынешним составом БГК, чтобы вот дальше развивать город, развивать зеленый каркас города, да? Что вы можете сделать? Вот на этот вопрос прошу ответить. Спасибо. Добрый вечер. Меня зовут Алабек Дайырбеков, депутат Республики Внешняя, фракция «Щитник», также лидер коалиции большинства. На самом деле депутаты готовы отстаивать и развивать город именно в вопросах озеленения. Я как от себя лично, как от горожанина города, хотел бы вот поблагодарить наших спикеров сегодня, кто такие полезные презентации сегодня представил. Очень интересная презентация. Вот, Эмиль, да? Эмиль, Дмитрий, спасибо большое. Мне очень понравилось. Я вас попрошу поделиться. Это большой труд, он нам пригодится в общении с мэрией, в отстаивании зеленых зон, в развитии. Что касается тех проблем, которые Дмитрий озвучил, на самом деле, если у мэрии есть желание, они могут просто в суд подать и там уже в правовом русле добиться законности, да, вот, отведения этих территорий или возврат. У мэрии есть эти, как его, прецедент, когда они забирали территорию в пользу города. Прошлый раз хвастались, да, прошлая администрация порядка 3,5 гектара или 8 гектар забрали, да? Масад Щекребевич, если не соврать. Вот это их прерогатива. Мы, как депутаты, можем только помочь. Как вы можете помочь? Вот вопрос в том. Постановление, вот новый нормативный акт. Что вы можете сделать для того, чтобы все это реализовать? Процедура такая. Мэрия подает в суд на незаконные, как она считает, территории и отсуживает в пользу города. Земля же не депутатов, земля мэрии. Если мэрия это не делает, обращайтесь к депутатам, и мы уже мэрию, как говорится, подпинываем, мягко говоря. Вот. На самом деле, проблемы, которые здесь подняты, они очень такие серьезные, то, что мы вводим и так далее. Депутаты тоже заинтересованы, как горожане, они же такие же горожане, просто прошедшие через сито и выборов, и у которых есть какие-то права требовать, да? Мы будем это делать. Я видел бюджет мэрии сейчас на следующий год, но на самом деле там нет денег, чтобы развивать парки. Я вам сразу скажу. Ну вот, а как? Вот вы говорите, что в бюджете денег нету, муниципалитет говорит, что они готовы, и в итоге парков больше не становится. Все готовы.
благие намерения, жаль, что денег нет. Вот такая ситуация, я могу сразу вам сказать. Ну вы держитесь. Да, но вы держитесь. Но это не зависит от депутатов. Мы, наоборот, готовы отстаивать права горожан, готовы как-то с мэрией разговаривать. Я лично обязательно этот вопрос подниму, когда будем бюджет рассматривать. Вот, архитектура работает. Я вот, Марат Беке, спасибо, конечно, что вы показали то, что ваши планы. Но я хотел бы заметить, что тут ребята поднимают вопрос больше такой стратегический. А вы точно отвечаете. Тут вот в этом я заметил большой пробел. Я думаю, архитектуре и мэрии надо над этим поработать. Депутаты поднимают вопрос не только об каких-то маленьких скверах, и что мы должны ту или иную территорию превратить в сквер. Депутаты также поднимают вопрос о структуре мэрии. Вот мы сейчас ждем от нового мэра новую структуру. Мы его ругали, мэрию ругали. Я лично скажу, что наша фракция поднимала, что нынешняя структура, она неэффективна. Вот, допустим, мы хотим все бороться с озеленением, а сами знаем, что имеется в виду, да, бороться стоять за озеленение, да, города. Продолжайте борьбу с вот. Не, ну вообще это абсурд был, да? Вы мэра избрали, а потом вы говорите, дай свое тут видение. Вначале он должен... Коллеги, я напомню, подождите, на правах модератора. Дело в том, что записывается все на видео, да, а когда вы оттуда кричите, не слышно. Давайте тогда вот перейдем к вопросам и ответам. Сейчас да, я закончу. Да, я к тому, чтобы, когда вы оттуда выкрикиваете, наши зрители не слышат вопросы и ваших комментариев, и они очень классные, но нам нужно это донести, и когда есть микрофон, это намного легче. Спасибо большое за вашу активность, мы сейчас перейдем. Мы все говорим о озеленении, а в городе нет структуры, которая ирригацией, да, занимается. В свое время она была. Вот, может быть, из-за этого проблема, что в структуре мэрии депутаты поднимали этот вопрос. Давайте создадим отдельную структуру, которая будет отвечать за ирригацию. Сейчас это размыто. Вот Зеленхоз говорит, что они не отвечают за ирригацию, хотя отвечают за полив. Вот Альчайджи говорит, что воды не хватало, что ее обменяли. Ну, а кто должен тогда отвечать за ирригацию? Как мы должны понять, откуда вода должна идти, по каким каналам и кто за это все отвечает? Да, это вопрос менеджмента, да? Да, это вопрос менеджмента. Мы уже об этом в мэрии говорили и будем настаивать на этом. Вот мы сейчас в таком ожидании, что мэрия предоставит, и мы будем потом, как говорится, это все лоббировать в пользу горожан. Вот. Также депутаты поднимают вопрос о неэффективности некоторых предприятий, которые мы считаем, что нужно структуру мэрии убрать. То есть вопросов много. Озеленение — это очень важный момент развития города. Да. Сегодня вот я увидел у Эмиля в презентации отличные идеи по использованию каналов. Да. Не только можно по ним монорельсы допустить, но еще можно, кажется, так красиво обыграть. Поэтому, если вы не поделитесь, мы будем это тоже стараться отстаивать этот вопрос. Спасибо большое за ответ. Переходим к вопросам и ответам, наконец-то. Правило поднятой руки. И я бы попросила, пожалуйста, не уходим в историю, в очень такие частности, да? Попробуем получить ответы. Как я говорила до этого, у нас совсем мало времени, у нас есть буквально 20 минут. Еще раз напомню, что мэрия сказала, что они открыты. Если у вас будут вопросы, вице-мэр здесь, депутат и Зеленхоз, вы можете им тоже подходить, и если вы не успеете, да, задать свой вопрос. Итак, переходим к вопросам. Я вот вижу, да, вы, потом вот молодой человек в серой футболке, вы обязательно в маске в синей. Извините, я ваших имен не знаю, я буду по внешности вас определять, я очень... И вот в зеленой. Остальных я вижу, если успеем, мы успеем ваши вопросы задать. Спасибо большое, очень коротко. Зовут меня Федор Борисович. Но если говорить, где-то я работаю, нет, нигде не работаю, я пенсионер, но являюсь волонтером Национального общества Красного полумесяца. Там занимаюсь образованием пенсионеров. Вот. Но мое предложение, я тут краем уха услышал насчет
какой-то монорельса. Но я видел в других городах, есть канатные подвесные дороги карусельного типа. И у нас две реки, Аларча, Аламедин, ведь можно было бы проложить вот эти канатные подвесные дороги, которые бы работали в дневное время, они бы очень здорово разгружали городское движение, и с центра города, северной части, люди по канатным этим дорогам с детьми, с бабушками, дедушками могли бы подниматься в верхнюю часть, южную города, где уже у нас приличное количество парков и скверов. Спасибо. Это одно. А второе предложение, вот Эмиль хорошо затронул его, вот у нас две реки есть. Он сказал, в советское время были поперечные плотины, через каждые там 80 метров. Но почему бы не углубить так чуть-чуть и восстановить эти поперечные плотины, чтобы вдоль всех этих двух рек, вдоль всего русла масштаба города были вот эти микробассейны. Представляете, какой бы у нас микроклимат был, намного лучше, если бы на каждой реке был бассейны вот эти микро. Потому что сейчас вода протечет и куда-то убежала, и в городе ничего не остается. А если были бы вот эти поперечные плотины, у нас бы протекла вода, заполнила, и эти бассейны бы какое-то время сохраняли климат. Да, спасибо. У нас очень много вопросов. Я отсюда вижу, что у нас полный зал. Но вопрос с мобильностью всегда у нас встает в первую очередь. И идей, конечно, много, и всех нужно рассматривать. Спасибо большое насчет канатной дороги. Мы в прошлой неделе в Шааркане как раз обсуждали, что нужно рассмотреть эти набережные как потенциал для того, чтобы люди из точки А до точки Б добирались пешком, на велосипеде или вот сейчас по канатной дороге. Спасибо большое. Я еще раз напоминаю, что ваши предложения мы все фиксируем и потом можем отправить вице-мэру и депутатам в виде рекомендаций. Да, следующий. Здравствуйте, меня зовут Бищанов Аделят, я из KG Analytics. И у меня был вопрос более такого глобального масштаба. Скажите, пожалуйста, вот этот запрос общества на природу, вообще на экологию, вы как мониторите? Имею в виду, то есть, ну, условно говоря, где-то, наверное, если бы не смог, если бы вот этот не ужас, если бы не эта жара, если бы не вот эти все ужасные условия, при которых мы живем, для среднестатистический кыргыз, он плевать хотел на экологию, да, откровенно говоря. Но как-то же вы соображаете, что есть вот эта мозоль, что людям хочется, чтобы что-то изменялось. Вот как вы это мониторите для города и вообще есть ли какие-то такие методы, чтобы можно было проверить для всего социума, да, там, для кыргызов, которые живут где-то в Ваткене, в Иссыкуле, как это все происходит, вот как... Просто вот этот именно запрос общества же и формирует ваше движение. Если бы вот этого не было, ну, наверное, мы бы не собирались. Вот можно про это? Да, ну я напомню, что сегодня у нас сидят представители Бишкека. Да, больше такой риторический вопрос. Кто хочет ответить на этот вопрос? Коллега, коротко. Как вы мониторите? Ну, я бы сказала, что для всей страны принимается, есть указ президента, есть постановление правительства о программе развития борьбы со смогом и так далее. И там прям расписана программа. По городу Бишкека там написано, что мы должны разработать и ввести 2 парка, озеленять все земельные, пустые участки и проводить ирригационную систему. Это то, что касается такого государственного масштаба. Кроме этого, вот с приходом нового мэра было дано нам задание сделать антикризисные меры по тем проблемам, которые являются самыми острыми. Для нас это полив, поэтому мы сделали антикризисные меры по созданию альтернативных систем полива. Кроме этого, вот я здесь уже хочу ответить на мониторинг. Да? Мониторинг проводится. Сейчас создана группа рабочая, которая мониторит все направления работы мэрии. Поэтому я думаю, что на основании вот этих всех привлекли экспертов и на основании вот этих разработок будут какие-то подвижки конкретные. Но насчет денег я хотела бы сказать следующее. Денег много. Деньги, например,
В этом году только благодаря гражданам мы посадили деревьев на 2,5 миллиона. При этом это не такие дорогие саженцы по 500-300 сумм. Да. Я про другое. Кто знает, что это происходит? Имею в виду, Вас не слышат. Вас не слышат, да. Это, наверное, вопрос того, как... Мы узнали на разных... Коллеги, вас не слышат другие зрители. У нас есть онлайн-трансляция, вас не слышат. Вы с друг другом, у вас полемика идет. Да, и сейчас вопрос от вас будет, но я бы хотела вот что отметить. Вот мэрия работает в каком-то чрезвычайной такой ситуации, что вы как-то пытаетесь залатать тут дыру, тут у нас, оказывается, ирригационная система не так, у нас, оказывается, тут совсем не работает, еще что-то, да? Вот есть ли такой стратегический орган в муниципалитете, раз раньше это было агентство развития города, кто отвечает за развитие города? Это Бишкек-Главархитектура или это Зеленхоз? Кто занимается тем, чтобы думать, как город будет меняться в течение нескольких лет? Потому что это сложно, да, я понимаю, что возьмем вас как пример, да, у вас тут полив, и у вас тут засыхает 2,5 миллиона саженцев, и вам сейчас не до того, чтобы думать о каких-то набережных, да? Или у вас есть на это время? Как это все происходит? Вот это для меня очень большая загадка, и я вот дам возможность задать вопрос, если можно, коротко. Здравствуйте. Ахматалиев Марат, житель 10-го микрорайона. У меня такой вопрос для представителей Зеленхоза. Вот вы парки когда планировали, вы же вначале первым делом должны были оттуда поливать. А потом, вот у нас каждый год, начиная с Акаевских времен, идет, каждый год всех чиновников призывают, сажаете вы там. Это деньги все наши, государственные, бюджетные. Но они же практически 90% высыхают. А зачем сажать? Смысл? Вот вам простой пример, да? От 10-го микрорайона, вот по магистрали, до 12-го микрорайона вы проложили где-то 10 километров труб. Поливочная система. Она не работает. И посадили по 10 тысяч деревьев. И за это ответственность опять никто не понес. А зачем? Люди, ладно, вы посадили, да? Но вы уход сделали, тогда вообще лучше не сажать. Вот 10 километров, уважаемый вице-мэр, дайте поручение. Вот поворачиваешь налево по 12 микрорайону, трубы просто лежат, они вот. И проезжают 12 часов дня, в жару 40 градусов, поливает поливалка. Это вообще нельзя делать, это шок же для деревьев. Или рано утром, или поздно вечером. Они все погибли. Это наши деньги. Или тогда на всех их раскидайте, кто посадил их. Пусть они восстанавливают ущерб на это. У меня вот вопрос, зачем строить, если полива нет? Вот я, например, если на даче посадил деревья, я вначале полив провел. Так, все. Спасибо большое, мы ваше чаяние поняли, это про планирование. Я знаю, что вам захочется на этот вопрос ответить. Мы давайте еще один вопрос прослушаем и потом, да, ответьте, потому что нам нужно постараться слушать вопросы горожан тоже. Так, здрасте, Адисов Ильяс, студент ГУ. У меня такой вопрос, вот сегодня проезжал возле ботанического сада и решил заглянуть. Ну, мягко говоря, состояние не очень у него. И вот, хотелось бы такой вопрос задать. Возможно ли организовать такие действия, которые направили бы инвесторов в этот ботанический сад, чтобы за ним ухаживали, раз денег нет в бюджете? То есть отель какой-нибудь построить или что-нибудь такое, которое под этим отелем было бы, и они на условиях получения этой земли в аренду долгосрочную поливали бы, там, облагораживали вот этот ботанический сад. И, пользуясь случаем, еще один вопрос у меня. Где можно посмотреть генеральный план города и носит ли он рекомендательный характер или все-таки обязательный? Насчет ботанического сада я даже не буду давать вам микрофон отвечать. У ботанического сада совсем другой статус. Я знаю, что вы все захотите на него ответить. Еще один вопрос, и мы перейдем к ответам, потому что тут меня разрывает. Да. Да,
Всем здравствуйте. Переяславский Дмитрий Александрович, инициатива Арча. Сегодня, напомню, тема у нас с вами, ну вот Дима, который тему поднял, перспективный план озеленения. Давайте обсудим ситуацию, быстро приведу тему. На данный момент у нас стоял мораторий на продажу государственных, мэрии, территорий в частные руки. Город Бишкек не расширялся из-за пандемии, потому что необходимо было провести перепись населения. Была пауза, была вяло текущая плохая ситуация. И вот в ближайшие несколько, допустим, мэр Балбак говорил, что будет скоро расширение города Бишкек. Если мы здесь видим, что уже генеральный план не отработал себя, вызовы, город будет увеличиваться, перспективного плана озеленения нету, нам нужно, вот те пустыри, которые остались, я вот здесь вопросы смотрю, каждый интересуется своим пустырем, чтобы его превратить в парковую зону. Нам нужно юридически закрепить их. Мне сегодня, во-первых, очень благодарен всему этому составу. На самом деле, чтобы вы понимали, здесь как раз те люди, которые исполнители, как раз работают, и очень важные игроки в данном механизме. И хочу задать такой вопрос. Вот как можно внедрить перспективный план озеленения, чтобы эти территории зафиксировались и остались под перспективный план озеленения? От БГК мы должны получить список территорий, которые останутся, чтобы запланированный генеральный план на данный момент, он несет рекомендательный характер. Кадастр нам показал иногда, что территории уходят просто под застройку. Чтобы с ними ругаться, судиться вот туда-сюда обратно, нужно как список составить. Вот Крыльчак Гусейновна раньше представляла наше право, и она как раз, у нее есть этот опыт, когда она отстаивала парки и территории. Вот сейчас вы знаете, какой механизм можно будет вот сейчас перед этим вызовом создать перспективный план озеленения. В Петербурге, знаете, как жители легко поступили? Каждому депутату отправили свой участок, который они хотят. Их просто завалили, наш БГК, завалили с заявками, и те составили на карте, где какой сквер будет. Это вопрос как раз к Ильиче и представителю БГК. Да. И, к сожалению, у нас время заканчивается, всем нужно домой, у всех дети и так далее. Коротко, если есть ответ, отвечать, если нету, значит понятно, что нет ответа, и это тоже ответ того, что, значит, нам всем нужно объединиться и такое разработать. Если... Ну, есть концепция развития озеленения, в котором участвовали вы, да, в принятии еще Эмиль Жукович. И просто нужно эту концепцию реализовать в жизнь. Это раз. Второе. Я считаю, что нужно принять градостроительную политику, в которой как раз вот эти все вещи генерального плана прописать, озеленение. И тогда это будет уже политика. А политику утверждает Бишкекский горкемеш. Кроме этого, необходимо для развития города принять положение, ну, вообще-то закон о реновации есть, но коли там не принимают, то мы на уровне мэрии можем принять положение о реновации. У нас есть, например, западная часть, Киркоп-Стром, это старые районы, у нас есть Интергелько, это 1937 год, да, когда строилось. Эти районы надо реанимировать, при этом строительные компании с удовольствием будут там работать, потому что это хорошие земли, там не тонет никто. И поэтому здесь сейчас у нас есть департамент градостроительства, который вот эти все вещи собирает, и я надеюсь, что все это будет сделано. Кроме этого, я призываю все НПО, которые занимаются этими вопросами, примкнуть к разработке градостроительной политики города Бишкек. И тогда я думаю, что усилиями, когда есть политический документ, когда есть политическая воля, реализовать эту политическую волю исполнителям намного легче. И вот насчет набережной я хотела бы сказать. Дело в том, что сейчас разрабатывается проект реконструкции западной части парка Победы. Там же было все захвачено пустым. И вот эта набережная, она тоже подпадает под реконструкцию. И я думаю, что если Бишкекский горкемеш выделит денежные средства на вот, реанимацию вот этой западной части парка Победы, то Мария, будем гулять по набережной парка Победы. Спасибо большое. Это уже проект разработан. Да, вас не слышат. Я тоже очень коротко. Это очень зависит, конечно, от активности, от гражданской позиции вот наших жителей. Да?
если вы вот такими темпами будем все вместе работать, то я думаю, это очень быстро можем сделать. Во-первых, значит, все вот эти бесхозные земли, которые мы видим, вы видите, нужно придать им статус. Это, значит, Бишкекский городской кеңеш, мэрия. Дальше, но есть уже со статусом территории зеленые. Ну, они как бы парки, но у многих у них нет государственных актов. Я просто маленький пример приведу. В Аше нам мэрия вот 35 зеленых зон передали просто списочно. И на многих не было госактов. И мы бегали 1,5 года, пока на все эти территории госакты, УМС у нас называется, наши юристы работали вплотную с ними, мы просто, ну как бы подталкивали, чтобы они получили. И вместе с госактами они передали нам в хозяйственное ведение. Есть постановление правительства от 2016 года, что все зеленые зоны, на все зеленые зоны должны быть получены государственные акты. И тогда, значит, вот такого разбазаривания и потери не будет. Нужно просто вот придать статус, получить госакты, закрепить и работать. Вот сегодня, если бы у нас управление земельных ресурсов и управление муниципального имущества присутствовало, было бы тоже... Ну, с нами вице-мэр по ЖКХ, наверное, эти вопросы можно решить. Коллеги, спасибо большое. Я знаю, еще есть вопросы и еще есть ответы на наши вопросы. Я на правах модератора вынуждена закончить наше обсуждение, потому что уже время нам придется завершить. Если у вас есть вопросы, да, и вы позволите 5 минут горожанам, обычным горожанам задать вам вопросы и предложения, наши гости еще здесь будут. Спасибо большое. Я завершаю сегодняшнюю Шаархану и хочу сказать, что следующая Шаархана будет посвящена не менее злободневной теме. Это качество воздуха. С отопительным сезоном качество воздуха у нас снова становится актуальной. Вот, и тоже будем обсуждать срочные меры муниципалитета о том, как этот воздух немного сделать чище. Попробуем это обсудить и найти на эти вопросы тоже ответы. Спасибо большое, спасибо всем участникам, спасибо всем спикерам, что вы сегодня выделили время в будний день вечером. Всем до свидания.